пришли. Так. Туда вот надо, наверх. Сколько я знаю. Топать по такой дорожке. Мы уже тут ходили. Такси. Тут мы кушали. Тут живые раки. Ух ты! Раки-шмаки. Тут такая крутая дорога, но что сделаешь? Надо по ней идти. Идем. Ух. Маша поднимается. Дорога крутая. Тяжеловато, но зато отсюда видно часть Судака. Что такое здесь? Кто-то загородил такое. Ух ты. Детский. Тебе прикольно нравится? На фоне сделали из банок, из всякого разного. Такое. Так, вот такие вот рыцари какие-то непонятные. Решили тут немножко посмотреть. Чудо это снять. Капитан. Кто же это творил, а? Мэри Морган. Ладненько тут. Все ближе и ближе. Там вот точка съемки. Точка здесь съемки. Здесь все фотокаются. Ой, что-то надпись это уже вся. И мы сюда заходим. И что-то тут. Не знаю. Маша, подойди сюда. Сфотографирую ее. Так вот сама Судакская крепость. Народу тут достаточно. И вот такой вот вид отсюда. Становись сюда. Стрелецкий двор Сармат. И мы идем в этот Стрелецкий двор. Что тут есть? Именные монеты, знаки зодиака, то мобильные брелки, тир, лучно-арбалетные, пневматические. Опять мужчина сидит, курит, как будто им пофиг. А вот это галочь, тирок, музыка такая играет. Так, Киев, Привал, Минск, Москва, к морю. Пофоткаться. И толпы людей, которые ходят. Так, ладно. И тут вот интересно, я помню, вот эти вот продают штуки здесь, в этом дому. Интересный ящик такой древний. Тут вот эти вот всякие разные кресты, иконы. Вот так вот. Крепость моря. Нам туда. Здесь вот какое состояние. Вот тут много машин. Значит, здесь место парковки. Как вы все смогли догадаться. Непосредственно перед входом опять столовая. Одни столовые в Судаке. Так что вы едете в Судак, с голоду однозначно не умрете. Столовки, еда, салатики, винегретики, борщ, солянка, плов, что хотите. Меню фастфуд. Смотрите, шаурма, чебурек, янтык, экмен, пицца. Ой, это кто такие? Прошли там какие-то с фабрикушками непонятно. Мохито 150 рублей большой. Сальдом. И вот тут вот расписание, что будет проходить. Какие тут в Судакской крепости в этой мероприятии. И нам надо кассы вот здесь вот. Музей-заповедник. Вот здесь вот проход.
Тут готовят натуральный холодный десерт. Чабурек. Без входного билета. Ага. И с нас двоих 1000 рублей. Взрослый 600. Ребеночек скидка там 400 рублей. И по 1000 рублей. Но мы здесь уже были 2 раза. Поэтому смысла сюда заходить нам нету. Поэтому мы что-нибудь съедим лучше на эти деньги и пойдем обратно. А видео эти у нас уже в интернете выложены все где-то. Да, их миллион уже людей сняло. Так что мы тут немножечко посидим и пойдем обратно. В Новый Свет поедем. Поменяли культурную программу в этот заповедник за 1000 рублей на жареное мороженое. Вот так делают с киви. Так вот интересно делают. Уже мастер укладывает туда ее, эту жареное мороженое, которое жарят такими вот. Маша ждет, а я взял вот такую пахлаву здесь. Она стоит большая, 80 рублей, вот такая вот. Ну, наверное, дороговато, но что сделаешь? Это же туристская Мекка, поэтому приходится переплачивать. Так. Угу, сейчас мы посмотрим, что тут получилось у нас. И еще соусом полить. Ух ты, трубочка. 155. Ух ты! Шикарно. Какая у Маши. Ложечку еще. Ну давай где-нибудь присядем, не стоять же с такой штукой. Так что мы культурную программу поменяли на еду. Вот такую вот. А как вы бы решили? Вот такие леденцы продаются. Смотри, петушок на палочке. Не чупа-чупс, а петушок. Все как принято. Вкусно? Давай сфоткаем. Короче, дубль 2. Мы вместо того, чтобы ходить внутри крепости, выбрали другой маршрут. Совершенно бесплатный. Так, вот вдоль этой крепости есть вот такая тропинка, и мы по ней идем. Можно даже потрогать ее руками. Это интересно, какого года она? Так, ладно. Новая или новодел, или тут видим дыры какие-то. Люди просто так сели и сидят и смотрят им. И все, экономный вариант. Вот щелки такие видим. А вот, смотрите, там по-итальянски написано. Далее что-то там гербы какие-то туда-сюда. Вот так вот. Да там еще ходить, честно говоря, по этой территории тоже лазить надо. Хотя там можно на девичьи слезы залезть и сделать шикарные фотографии. Но у нас будет фотосессия завтра на Караулоба, поэтому вот, люди, каждый по 600 рублей. Считайте, сколько денежек. Вот этот дом, он просто дрова или что на зиму. Или как это понять? Еще бойница одна, вот это вот. Так, отсюда можно встать и... Так, ну вот такими маршрутами, наверное, мало кто ходит. А мы вам сейчас покажем. Вот. Вот там вот, видите, что? Вот мы, считайте... Смотрите, один забор, второй, и вот так вот ходишь, вот смотри, вон туда потом залезть, вот там вот девичья башня, или слезы, как это называется, на самой горке вон там оттуда вообще, конечно, прикольный вид.
Но туда надо силы, чтобы залезть. То есть, если у вас сил нифига нету, или вам просто лень, лучше туда не лезть. Честное слово. Но если вам нужна какая-нибудь классная фотка. Так, Маша, тут осторожно, не оступись. Держись. За решетку держись, вот за эту. Вот так вот. Держись и проходи. Держись. Сосиски жарили на вечер. Но это супер. Без сосисок наша жизнь не идет. Ну вот, смотрите, как будто бы мы с вами идем по той территории за двумя заборами из колючей проволоки. Вот еще там табличка вот эта вот. Смотрите, то, что это итальянская какая-то. Владение в Крыму. Ну, неплохо они, да, тут устроились, итальянцы. А, вон мы сюда, Маша, пошли посюда. У нас же своя экскурсия, бесплатнее. Вдоль колючей проволоки. Скажите, там вход есть крепость где-то? Нет, надо в ту сторону идти. 600 рублей с человека. 600. С ребенка 400. Не знаю, что. Офигели, наверное, потому что в 2016 здесь было 300 рублей. В 2 раза. А сфигали? Что у нас, так доллар, что ли, скакнул? Или что, я не понимаю. Что, инфляция такая? Зарплаты так выросли в 2 раза. От чего они? А, наверное, да. Маша, осторожнее тут иди. Тут довольно тут. Смотрите, посмотрим на эти кирпичи древние, итальянские. Интересно, их откуда с Италии привозили на кораблях. Представляете, вот такую крепость, если вот такую крепость, да, кирпичей с Италии построить. У нас же некоторые дома строят, которые из импортных материалов, да, полностью привозят весь материал. А почему крепость не построить, да? В те времена были рабы, галеры, которые впахивали бесплатный труд. Ну, правда, их приходилось кормить. Тоже рабы, раб-то стоил он, как машина, допустим, сейчас, да? Вы покупаете машину и тратите на нее потом деньги. Может, даже большие. В зависимости от класса машины. О! И далее люди ходят как. Так, вот тут вот уголочек. Можно присесть, кто хочет. Так, ну мы, наверное, пофотаемся еще тут. Вот здесь вот. Смотрите, какая. Вау, красиво как. Маша заметила, что вот на этой горе люди. Ну а что тут людям еще делать? Только вот лазить. Причем написано нельзя. Все равно лезут. Все равно. Ну, главное, как говорится, предупредить, а там уже сами виноваты. Так, посюда дальше пройти. Ой, колючки. Смотрите, какие мы вам ходы показываем, секретные. Секретные ходы. О. Так, тут надо осторожно. Маша, осторожно тут. Сможешь, да? Только какая-то штука нельзя. Вы видали? Так, там ничего не надо лезть. Не, мы вот так вот пойдем посюда. Вот так вот мы идем, спускаемся. Че? Фоткаться. Ой, смотри, осторожнее. Такие вот кирпичи. Люди фоткают друг дружку. Вон там след за нами тоже идут.
Вы можете посмотреть. Пошли. Сейчас тут бесконечный сырья. А вот мы отсюда пришли. Вот видите, да? Вон там вот это местечко. Маша, пошли. Ух ты! Смотрите. А тут что такое у нас? Альтернативная экскурсия. Тут, видимо, такой шикарный гостиница, да, это многоэтажная в итальянском стиле. Ну ты постой здесь, а я схожу, хорошо? Если нормальная дорога, я тебе скажу. Пока что вот такой вот вид здесь. И мы что тут видим? Что? Ой! Страх Божий. Не, я туда дальше не пойду, конечно. Мне еще детей воспитывать. Поэтому нафиг падать я не хочу. Тут художники сидят, рисуют что-то красивое. Пейзажи. А вот таким образом. Так, наверное, фоточки поделаем. Тут посмотрели вместе с вами. Теперь обратно идем вот по такой вот дороге жуткой, прижуткой. Главное тут не кирдык туда. Кирдык не надо делать. Надо идти в меру сил. Лезть не надо на рожон. Пошли обратно туда вон. Там очень скользко и опасно. Можно упасть прямо в пропасть. Что, наверное, не стоит делать. Пошли посюда, вот посюда пошли. Там спустимся. Вот посюда. Так вот. Главное, слишком, чтобы не был большой наклон. Хоп. Ну вот, кто бюджетный вариант, он здесь экскурсию, самоэкскурсию проводит себе. Туда можно вниз куда-то спуститься. Кстати, да? Пойдем так? Чтобы так не ходить. Только осторожно давай. Зато мы снимем незабываемый контент. Брождение по Судакской крепости. Потому что, ну, Судакскую крепость, сами понимаете, там каждый день снимают, наверное, 1 000 000 человек, блядь. Она вся за что? Косточку нашла. О, отсюда тоже видон какой, смотрите. Смотрите, люди тут. Куда они лезут? Сумасшедшие. А тут падать-то, смотрите, да, с детьми лезут. Смотрите, тут вот так вот падать, да? Капец. Они с ума сошли. И сюда вот вниз куда-то скатываться, да? Ой. Так. О, какой тут вид. Маша, давай-ка я тут тебя сфоткаю. Вот тут вот можно. Туда мы, конечно, вот, не полезем. Смотрите, там уклон и все. Падаешь. Панорамку. Панорамочку Судака берем. Щик. И вот туда мы идем, не спускаемся и едем домой. В Новый Свет. Так, идем. По тропинке спускаемся вниз. Маш, нормально тебе? Так. И мы видим какой-то плейлист. Что-то там играет. Большой-большой шлем. Наигрывает непонятные мелодии. Так, все, приплыли. Да, тебе жалко ее, эту баночку, что она пустая уже. Хорошенького понемножку. Да, пахлава тоже была вкусная.
Но я ее ставил. Не стал есть. Приедем там с чаем. Вкуснее будет. О, а Маша, что тут растет это? Ежевика, да? Вот смотрите, ежевика. Ежевика колючая. Она такая колючая, что просто неприятно. Все. Вот тут вот можно. Ну, там посмотрим. Прыгать, скакать. О, смотрите. Девушка. Бах. Снайпер. Отдыха. Смотрите, первый раз такое вижу, что был уголок отдыха. Косички, тату. Этот уже бьет. Все одинаковое. Вот в этих вот местах туристских, где я не был, там примерно все одно и то же. Все одно и то же. Не поверьте. И цены примерно везде одинаковые. Арбузики, виноград. Так, ну главное, мы отметили, что были на крепости, да? В Новый Свет. Мы же трогали ее. И ходили, и видели, что там внутри творится. Зона магнетизма. Офигеть. Так, ну теперь нам надо выбрать маршрут, как приехать обратно в Новый Свет на автобусе. Ой, мусор, смотрите. Давно не убирают его. А что? Что, вот по 600 рублей с человека берут, да? И убрать даже не могут. Стыдобуха. Это где-то туда. Какой-то вот этот, я не знаю, ну кто это сгородил с каких-то консервных банок, из отходов, мусора. Ну, вообще оригинально, но, конечно, это все немножечко вызывает некие тревожные чувства. Поэтому все это, конечно, хорошо, красиво. И мы спускаемся. Ой, знаете, хорошо вот спускаться, да? Когда ты спускаешься, а не в гору поднимаешься. Тем более на жаре. Сейчас у нас 3:43 время. Ничего себе, мы походили. Маша, 3:43. Уже. Во сколько мы уехали? Часов 12, да? 4 часа уже ходим. Так, ладно. Я говорил 3-4 часа. Так оно и получается где-то примерно. Ну что, в общем, то, что хотели, мы в основном весь план выполнили. Конечно. Поэтому сейчас... О, девушка стоит. Кто-то в кусты ушел, наверное. И она уже ждет его. Тут, если вы устали спускаться, можете живых раков покушать. Такси. Александр. И опять этот енот опять вот он. Что-то он нас преследует сегодня. Экстрим шоу ежедневно. Судак напротив аквапарка. Так, ну мы, наверное, сюда вот еще подойдем. Этот со здания мы сверху снимали. Ага, ну он вчера прошел, ага. А сегодня 20, какое, 7-е. Вот этот домик поснимаем, прикольный такой. Тут, по-моему, я знаю, отель. А что все не запачкано, мне интересно. Фестиваль красок, это же там красочки дают. Ух ты, смотрите. Вот это круто. Тут такие там ворота. Это премиум, что-то VIP апартаменты. Кому надо, вот сюда вот. Прямо спуск к Судакской крепости. И вы в VIP апартаментах. Так, остановиться. Пускай проедет. Вот так вот тут лихачат машины прямо с горки.
вжих, надо подождать. О, слышите, басы какие? Наверное, не передает. Едет с сабом. Колотит у него там музон. О, видите? Место парковки не занимать. Такие стоят, как обычно. Тут тоже какой-то отельчик. Дорогой, недорогой, я не знаю. Ну, мы, ладно, тогда дальше. А вот здесь вот подъемчик, он туда, куда-то вот, может, на эту гору там, что-то как-то. Ой, люди на мотоцикле приехали. Ну все, мы сели с машины в автобус 128 и едем обратно. Она села, я стою, автобус переполненный. Там обрыв с этой стороны, гора, скала, стой обрыв. Так что, ой, заносит как, а? Сейчас услышите этот звук пронзительных скрип тормозов. Когда поворачивает, у него такой скрип жуткий. Еще люди где-то стоят. Кого-то затошнило уже. Маша, как твое состояние? Нормально? Не тошнит? Там обрыв. Самовидный обрыв этот. Скрип, конечно. И тут гора. Деваться некуда. Или на тебя камнепад, или в обрыв. Это, наверное, естественно, раз они так тормозят, специальные какие-то. Приехали. Давайте все похлопаем водителю. Браво! Так, выходим. Вот так вот. С таким скрежетом мы затормозили. Выходим. О! Так. Тут такая точка сразу здесь. Да. Туда вон идем. Выходим отсюда. Выходим. И сразу в магазин ВИН расходим. Так, здесь вылазит. А вот там, видите, толпа стоит. Ага, я вижу. Да. Вот это вот ждет она людей. Сейчас они стартуют. Вот когда этот автобус. А люди выходят, а эти все ждут здесь. Будет атака боем называться. Угу. Ну, а мы туда идем. Вот вам картинка на память. Все, ладно, все. Всем пока. Зря я сказал пока, потому что у нас не пока. Мы зашли вот такой вот крымский продукт купили. Дюшест. Такая бутылка 2-литровка. 50 рублей всего. А такая 55 маленькая мохито. 45? Ну, а этот еще мороженое взяли по 30 и по стаканчиках и по 40 рублей. Так что, в принципе,
не так оно и дорого. Здесь, как многие говорят, что дорого, дорого. Ну, как в России в целом. Ну, чуть дороже, естественно, понятно, что это сезонный курорт. Поэтому, в общем-то, ничего страшного в этом нету. Что вы там немного переплатите. Сколько там, сколько машин здесь, смотрите. И все эти люди приехали сюда по Крымскому мосту. Здесь, кстати, даже есть экскурсия на Крымский мост. Ну, мы по нему проезжали, я ночью проезжал, смотрел. Конечно, грандиозное впечатление производит. Какие картины сегодня большие, много, целая выставка. Вот. Где? А, сегодня что-то тут более интересное представлено. А, вот эти вот картинки. Прикольные. Живое дерево. Цетрария, бонсай. Камушки какие-то человек продает. Камушки. Керамика. Такая вот. Картинки. Всякие интересные. Вот какие. Ну, а здесь все как обычно. Аттракцион. Пицца, 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 пицца. Ну и все уже, по сути дела. Мы идем за чебуреками. Вчера нам они понравились. Поэтому пляжики уже делать нечего. Лошадки. Все одно и то же. А, вот это что-то новое. Песочный мир. А что такое-то? Что-то тут собирать надо с песка. Смотрите, прикольно как. Вот такие вот типы или что? Вот, да, таких. Вот так вот. Смотри. Пазлы собирают. Вот эти вот всякие головоломки. Да, помню. Короче, если вы берете сразу 4 из таких штуки, у вас выгода получается 1000 рублей. Не знаю. Кому хочется поломать мозг, могут, конечно, заняться этим мероприятием. Что-то везде эти косы были тут. Везде. О, Маша, а тут тоже чебуреки. Тут тоже. Эти же, по-моему. Или другие. А, там другие были. Ну, тут, наверное, такие же. Да, с той стороны, да. Ну, здесь возьмем. Какая разница? Здесь людей нету. Здесь закажем. Ты откуда такая? Ой, ты прямо одета чем-то даже. А зачем ее одели? Ей холодно, что ли? Как ты думаешь, Ярослав, ей холодно? Нет, Короче, мы зашли в чебуречную, набрали тут чабуреков. Они пока, конечно, горячие у нас. Заплатили за 3 чебурека, что-то 260 рублей, по-моему, да. Получилось там вот у Ярослава мясо-сыр, да? Мясо-сыр. А куда ты этих набрал столько? 100 рублей. У Маши сырное 80, и у меня мясное 80 рублей. это 160, это 260. 260 рублей, да. Ну так вот, перекусить, сесть. Как бы это ненадолго, но все равно вкусно. Да. Так, ну и, конечно,
Ну, вскрываем чебурек и смотрим, сколько там мяса. Видно, да? Ну, не могу, я не понимаю. Ну, сколько мяса в чебуреке. Надеюсь, оно съедобное. Получается. Еще собачка пришла-то. Мутити пока. Что, голодненькие? Голодненькие? Чебуречков захотели, да? Ходят, попрошайничают. И тут ходят. Кажется, какая-то порода хитрая у нее. Поели чебуреков. Что-то нюхает она там. Кс-кс-кс. Она не реагирует. Пиццуху. Кто хочет, вот здесь вот. Пожалуйста. Можно, Ярослав, еще можно пиццу? Смотри. Только у них какой-то слоган странный. Пицца от 340, маргаритка. Что-то? А, да, слоган. Наша пицца. Забись, закажи и убедись. Ну это что такое? Это же не совсем правильно. Писать такие надписи двусмысленные. Ну там хотя бы это, записка. Номера над морем, смотрите. Номера над морем. Ух ты, гонщик какой, а? Смотрите. Рассол. Слово рассол. Поесть, попить. Смотрите, у нас получается, что такое отдых? Это еда. Выпивка и все. Многие моют, вот даже так многие моют. А, селфи делать. Давайте сделаем селфи с вами. Короче, идем обратно с пляжа. Я хотя бы могу что поцеловать, а ты нет. Я хотя бы могу что-нибудь поцеловать. Я не сделал. Тетя железки. Кто меня кусает? Там уже люди залезли в эти домишки и сидят там. Надо будет как-то их походить, поснимать. Нет, у меня-то потрогай. У меня они просто это, атрофированы. Вот поэтому как желе. Но они у меня все-таки есть. Так что это не считается. А ты расслабь руку. Куда ты бежишь? О, видали, как они могут? А, это что, дискотека детская кончилась? Точно, ага. Поэтому... Так. Вот и... Так, нам с какой стороны лучше зайти-то? Туда? Точно? О, там уже такие прикольные лампочки зажглись. 10 минут. 10 минут. Так, а нам на второй этаж надо, да? Вот так вот. Идем. Брат, вот тут еще кто-то кушает. Кто-то еще кушает.